Это концерт нашего преподавателя по фортепиано. Мы его очень любим и знаем его творчество не только как зрители, но и как ученики. И все зрители, которые любят музыку, ждут сегодня очень много неожиданного. Господин Владислав Буртазин сегодня не один. И поэтому мы ждем особого торжества, особого вдохновения, и особой музыки, и особого отдыха.
Для меня каждый музыкальный проект он уникален. А уникальность, мне кажется, в том, что голос просто очень редкий. На самом деле Бог дает фактически женский по тесситуре голос мужчине очень редко. Ну, в древние времена варварским способом мальчикам оставляли просто такой голос, если вот известный фильм «Фаринелли», например, да, история. Вот. А у Артема Крутькова вот, природой Богом данный ему такой совершенно уникальный голос, который называется контртенор, это самый высокий мужской голос, и это, в этом смысле это действительно редкость. Но в Уфу он уже приезжал. У нас был первый концерт в Уфе несколько лет тому назад. После этого мы с ним играли и в других городах России. Наблюдая за ним, за динамикой буквально за последние 2-3 года, я могу сказать, что его ждет на самом деле блестящая карьера. Уникальный голос, но и главное еще прекрасная голова, удивительная работоспособность, организованность, то есть комплект, пакет таких качеств, которые действительно могут из себя сделать настоящего артиста.
каждый раз ждем с нетерпением выступления этого исполнителя. Пришли именно на его имя. И рада очередному его проекту. И новшество такое. Вот мы как раз пришли послушать его исполнение и исполнение контртенора. Первую терминологию контртенор я услышал в 17 лет, прослушиваясь к педагогу Академии культуры, которая мне сказала, что ты контртенор. А я приехал из Краснодарского края, маленький городочек Славянск на Кубани, где, закончив музыкальную школу, педагог сказал: я не знаю, как у тебя голос, наверное, тенор-альтино. Но тенор-альтино, как я уже позже понял, что это все-таки теноровый звук, только с ультравысокими верхами. То есть это, в любом случае это не фальцетный звук.
Когда я услышал контртенор, для меня было это открытие, для меня интересное, что это за слово такое. С первым контртенором мне посчастливилось встретиться, когда к нам в Челябинск приезжал Дэвид Дэниелс, американский контртенор. Наконец-то услышал настоящего контртенора из европейской школы. Я уже все сомнения отбросил, что именно я хочу быть контртенором, именно совершенствоваться. И повезло, конечно, с педагогом, которая мечтала, чтобы в класс пришел контртенор. Она не хотела из меня делать ни тенора, ни баритона. То есть она хотела, что пришел, есть такие верха, есть такой диапазон. Будем работать в этом направлении и ничего не будем менять. Будем смотреть, экспериментировать, что-то так вот. Вот. Слава богу, все эксперименты удались на славу, и голос мой сохранился. Я безумно люблю орган, и, конечно, я с удовольствием пришла на это мероприятие и жду от него очень много. Хотя, в принципе, я не люблю такие голоса особо-то, но, тем не менее, мне будет интересно посмотреть, что из этого получается. А потом, я думаю, даже если будут какие-то огрехи в голосе певца, то орган это все, знаете, как-то снивелирует.
Thank